Как вам известно, кинематография в переводе латинского — это движущая фотография. А фотографии кто главный? Естественно, фотограф. Тут вообще вопросов нет. В кино же, так как это движущая фотография, значит, оператор, собственно, тот же самую позицию занимает, что фотограф при съемках фотографии, потому что видео, кино — это изобразительное искусство, и поэтому оператор — это, я считаю, один из основных, значит, сотрудников съемочной группы. На кино это коллективное, знаете, это такое создание произведений. Ну, поэтому оператор, я считаю, значит, основная фигура. Я своей профессией горжусь, уважаю ее, люблю. И у меня нет никаких таких моментов, что за кадрами, не за кадрами. Главное, чтобы то, что я снял, видели люди. А считаете ли вы себя первопроходцем Казанской телестудии? Ну, немножко в историю войду. Дело в том, что я после школы поступал в Авгик, а тогда Авгик это вообще считалось что-то такое сказочное и так далее, и так далее. Я до этого ходил в фотокружок Казанского дворца пионеров, там уже мэтры были, они уже приходили в этот кружок по старой памяти, кто-то работал уже на телестудии ассистентом оператора, кто-то фотокорреспондентами в газетах. Я был у них, как бы говорится, мальчик на побегушках, и поэтому, когда я после школы, у меня в голове уже с 5 класса было, что я, как говорится, хочу быть кинооператором. Я собрал, там нужно было до поступления в Авгик нужно было конкурс пройти. Конкурс состоял из того, что нужно было прислать по почте набор фотографий, 20-30 штук разных жанров. Пейзажи, портреты и так далее, и так далее. И, значит, я никому не говорил, потому что я самый у них маленький, младший, туда-сюда, мне неудобно перед метрами, потому что вот один из метров, Аликов Привин, он сейчас кинооператор в Москве работает, его сын, они такие известные люди, художественные фильмы снимают. Он, например, тогда поступал раза 3-4 в Авгик, не мог поступить. Поэтому я тайком как бы послал эти фотографии, и вот чудо случилось, мне, значит, прислали извещение, что вы можете приехать в Москву на поступление, на сдачу экзаменов. Тоже интересный момент, значит, там мы в общежитии жили при сдаче экзамена, там 10 человек принимали тогда на курс, а 600 человек приехало вот сдавать после уже конкурса, не знаю, сколько было до конкурса. Ну, хочу к сведению сказать, может, людям интересно, там актерский факультет тоже в Авгике, там вообще несколько тысяч человек. Я тогда удивился, там и всякие истерики, там, ну, в общем, все прочее. У операторов мы люди поспокойнее в этом отношении. Поэтому, значит, то, что я проучился там 2-3 года, на 3-м курсе, ну, тут у меня семейные обстоятельства было, финансовые и так далее, я тут место освободился на телестудии, я перешел на телестудию, потому что на телестудии тоже было очень трудно поступить, потому что всего было 4 кинооператора места, поэтому значит, я перешел сюда, и первопроходец вот в чем, наверное, заключается. Дело в том, что все вот эти операторы, кто до этого был, они были, как бы сказать, самоучки. В каком плане? Они в свое время до войны, многие из них работали в Казанской студии кинохроники, были ассистентами, и вот так как практики прошли туда, в смысле, в телестудию. А я вроде, получается, первый стал такой, ну, профессиональный, в хорошем смысле слова, они тоже профессионалы, в своем говорят, но с образованием закончил ГИК. Вот в этом отношении я был первопроходец, потому что все-таки, когда там, например, нужно было со светом, что ли, снимать в павильоне, они даже особо не хотели этим заниматься, ты молодой, давай, потому что все-таки нужно, значит, свет знать, постановку света. Потом у нас появилась цветная пленка. Мы на кинопленку, кстати, там снимали, видео не было еще. Поэтому кинопленка цветная, у них тоже проблемы были у ребят. В смысле, ну, ребята, вернее, они старшие товарищи, потому что нужно цветоведение было проходить. Вот в этом смысле я первопроходец. А потом уже наши ребята, 2-3 человека, поступали в Авгик. То есть я первопроходец вот именно профессиональным образованием на телестудии. Для нас потом стало и кинохроники, и телевидение, ну, как бы это обычным делом. То есть, притом там такие времена пошли, что оператор не могли уже назначить, более суровые времена, если нет высшего специального образования. То есть я получил в этом высшее специальное образование, вот, первый.
Мгм. А вот многое поменялось с тех времен. Поменялась техника, появились компьютеры, как видим. В каких условиях вам приходилось работать? Легко ли было запечатлеть кадр торжественных выступлений руководителей, снимать, так скажем, клипы артистам? Но дело в том, что я в такой момент попал, китайцы, по-моему, сказали, хуже всего жить во время перемен. Вот, тут у нас операторы тоже есть, знают. Я, вот смотрите, начал просто поэтапно. Сначала съемки у нас происходили значит, на кинопленке черно-белой, 35 миллиметров, кто знает. Это такая же фотопленка, но 35. Это в Казани единственная была из телестудии страны, потому что у нас рядом кинопленка была, у нас мы могли пленку нашей телестудии доставать. Это, значит, 35. Потом мы перешли на 16-миллиметровую пленку. 16-миллиметровую, потому что 35 миллиметров, представьте, каждый день это проявлять надо. Срочно, это же новости тоже. Проявлять это, я вообще сейчас удивляюсь, как это делаю. Сегодня, значит, мы снимаем, надо проявить его, но, правда, в негативе. Там аппарат был такой, в негатив переводили на кинопроектор. Потом 16-миллиметровая пленка, потом, значит, ВХС, супер ВХС, DV-кам, Betacam. То есть за время моей работы я, значит, вот, знаете, разные форматы, разные пленки. То есть не из-за того, что я хотел, не хотел, это просто веление времени, и вот эти технические моменты происходили. То есть я вот прошел все эти этапы, сейчас вот снимают уже на цифровую такую, на флешке. Тоже снимаем, кстати. И какой еще вопрос здесь? Легко ли было запечатлеть кадр? Ну, как запечатлеть кадр? Дело в том, что, понимаете, вот дело в том, что вот у меня, я в 5 классе в фотокружок поступил, так, и у меня какой-то был, вот раньше как, ведь мальчишки играли в войнушку, а я не знаю почему, честно говоря, но правда у меня папа был военным летчиком, и он любил фотографию. У меня много фотографий осталось, в смысле, когда я маленький был, вот он снимал. Может, от него пошло какой-то внутренний момент. Я к чему говорю, что ребята все играли в войнушку, а я играл в телестудию. Вернее, в киностудию. Телестудии такой, как таковой не было. В чем это заключалось? Это у нас стулья, это мы, бедная семья такая обычная, были не стулья, а табуретки. Вот я из 2 табуреток ставил наподобие камеры, и вот ее возил, все прочее, там девчонок организовывал наших, значит, со двора, какой-то разыгрывали сценки и так далее. Значит, вот, в общем-то, у меня... Поэтому у меня, вы говорите, трудно ли кадр, не кадр, это у меня какой-то естественный был момент. Во-первых, я еще для себя обратил внимание, у каждого есть своя память, у кого есть память через ухо, через что-то, кто-то еще каким-то образом. Я, например, запоминаю, память у меня зрительная, наверное, это операторская. То есть я, если телефон не помню, я, например, жене звоню, говорю, посмотри в записной книжке, у меня вот в левом углу вот телефон такой-то, то есть у меня зрительная память. Поэтому с точки зрения кадра, это уже, может, я на всю жизнь уже как-то привык все смотреть, как бы в кадре, как это в кадре стоит человек, как чего, в смысле, уместится ли в кадре, иногда для себя думаю, я же не снимаю, а, в общем-то, думаю, уместится мне в общий план, или что там, что на фоне, потому что, когда кадр снимаешь, там же много моментов надо смотреть, этот кадр столько легко, а тут же надо сообразить, что у тебя сзади, чтобы не было случайно каких-то там, иногда такие в этой ветке получается какой-то, ну, то есть тысячи моментов, которые должен как компьютер срабатывать. Поэтому вопрос кадра у меня настоял. И что там, еще вопрос? Ну вот по поводу торжественные выступления руководителей, Все также понятно. клипы. Дело в том, что я тоже очень своеобразный человечек. Я в этом году 53 года. Значит, как работаю видеооператором, таких, по-моему, нет. И так вообще долго не живут, как говорится. Но я вот такой, наверное, не хочу хвалиться, но что есть, это уникальный человек. И еще в моей судьбе был такой момент, для меня тоже интересный, может быть, не с творческой точки зрения, все-таки я сам по себе лирик, люблю снимать музыкальные фильмы, потом это могу рассказать, все такие. Но получилось так, что по жизни я еще пресс-центров не был. Например, когда вот 89-й год Анас Хасанов был, значит, при президенте Шамиеве, ой, нет, тогда еще не президент, он был первый секретарь, что ли, вот он помощником. А Анас Хасанов меня не знал, он работал на детской передаче, он пригласил меня, вот я стал, как это называется сегодня, личным оператором, что ли. Поэтому 90-е годы
значит, был у Шамеева, потом, значит, ну, то есть я работал в телевидении, там пресс-центр нет, просто был прикрепленный, скажем так. Потом уже Фарид Харулович лет 10 в Госсовете. Поэтому это, в общем, жизнь, как сказать, наших руководителей знаю с разных сторон. Но в этом отношении могу сказать, что я не знаю почему, сейчас не могу сказать, когда еще в те годы, значит, когда, в общем-то, советские времена, дальше, почему-то, может быть, я был шустрый, потому что ведь еще нужно для оператора, телевизионщика особенно, уметь быстро ориентироваться. Ты репортер в прямом смысле слова. Поэтому, когда кто-то вот из таких серьезных людей приезжал, руководителей, в общем, практически меня всегда посылали на съемки. Ну, я, например, могу сказать сразу Косыгин, председатель Совета Министров, помню, Кириленко, политбюро, значит, Воротников, ну, то есть многие всякие вручения знамени, всякие обходы и так далее. То есть это был, поэтому есть много моментов. Могу один момент рассказать, просто для интереса всегда важен фактура. Как-то приехал, по-моему, если не ошибаюсь, Воротников, это председатель Совета Министров России, и вручали знамя Республики Татарстан в оперном театре. Тогда был первым секретарем обкома, видите, какой я древний, Табиев, если вы слышали, Фикрет Ахмедьянович. И вот происходит самый волнующий момент. Там речи туда-сюда, как всегда, обычное собрание. А мы снимаем на кинопленке, это важный момент. И мы вдвоем снимаем, на всякий случай, мы снимаем один в зале, один с балкона, ну, чтобы разные планы были. И, значит, у оператора, когда вот только вручение начинается, там подходит же, как церемония, оператор, то наш, у него, как у нас называется, пленка, это же пленка, заживала пленку, засалатила. Я вроде начал снимать, и у меня засалатил. Вот понимаете, вот, вот бывают такие случаи, ну, ничем не передать. Две камеры специально брали, и оба одна за другой именно в этот момент засалатили. Что делать? У нас был главный редактор Гущин, так, Эдуард Владимирович, значит, все закрывается, все прочее. Ну, гвоздь, нам, как говорится, тебя, гвоздь же фамилия, он переиграл, в шляпку тебя забьют, в смысле. Что делать? Ну, ты шустрый, давай придумай. Я говорю, ну, давайте попробуем одно дело сделать, у меня есть мысль. Времени, говорит. Побежали туда за кадр, а там, это же театр, представляете, занавес закрыли, и там, ну, это стол президиума. Мы туда забежали, тогда как-то было проще, охраны не было, ничего такого, спокойно. Смотрим, Табеев с этим, ну, уже президиум расходится, а эти стоят, о чем-то разговаривают. Я, значит, подбежал к Фикрету Ахмедьяновичу, а нас всего было 4-5 человек. Там ни эфира не было, ни Татар-Информ не было, никого не было. Поэтому у нас 4 человека, значит, примерно, у руководства вообще 2-3 нас было, ну, которые, поэтому так они нас в лицо знали. Значит, Фикрет Ахмедьянович, я говорю, вот такое дело есть. Чего у вас там опять? Он киношник называл, потому что он телевизионник, чего у вас опять? Говорю, понимаете, событие-то такое, понимаете, на ходу вот у меня есть такое придумывать. Я говорю, значит, я еще не знал, что я хотел от него, но вот на ходу мне родился. Я говорю, мы сняли из зала, знаете, ну видите, тут яма оркестровалась, на расстоянии, а это такой значительный мероприятие, надо вот крупным планом снять, как вы поздравляете, все прочее. Ну и что ты хочешь? Я говорю, не можете ли повторить? Вот это, знаете, а мы тут вот снимем вот так. Он так немножко на меня посмотрел. И тут Воротников говорит, а что, ребята просят, давайте, что ж, надо, это же исторический момент для вас. И вот там вынесли по новой здание, мы и они по новой. На нас специально, мы уже в 3 метрах, пожали руку, сняли знамя. Вот, понимаете, вот такие моменты с руководством. Ну, понимаете, тут ведь взаимоотношение какое с руководством. Если они видят, вернее, если ты постоянно с ними работаешь, они понимают, у них работа сниматься, и у нас работа их снять. И наша общая задача, чтобы они нормально выглядели, ну и так далее, так далее. Поэтому они с пониманием, у Шамиева такие разные моменты были. То есть вот это могу сказать, то, что, понимаете, когда есть взаимопонимание, тогда легко работать. А как работалось с артистами? Вы же много снимали артистами, я, знаете, вот я уже обмолвился. Дело в том, что я вообще сам по себе лирик, и именно, ну, это ведь иногда были, в те годы не так уж много было всяких там
мероприятий вот такого политического значения. Я имею в виду, это сейчас международные там конференции, я не знаю, там встречи туда-сюда, редко было. И в основном я снимал как раз, как это называется, концертные номера, музыкальные фильмы. Почему опять же я? Потому что вот те операторы, которые до меня были, они возрастные были. Для них нужно было какое-то что-то новое. Притом многие вещи мы снимали в павильоне со светом. Я же сказал, они не очень, свет могли ставить, уж так сказать, потому что там есть свои законы. И во-вторых, в основном, это же как было, тогда видео не было, съемки происходили в телестудии как? В 10 часов вечера заканчивались прямая передача, там новости, там еще что-то туда-сюда. После 10 разбирали декорации, ставили декорации, и вот ночью мы снимали эти концертные номера. То есть поет там Ильхам Шакиров, там так далее, все прочее. Поэтому эти операторы не очень-то любили такие, они любили все делать тихо, размеренно, все прочее. Поэтому с этого дела у меня пошло, досталось мне. И во-вторых, дело в том, что действительно, потом смотрел руководство, тогда все это сдавалось не просто нам, а сдавалось на центральном, мы же были, Казань телефильм назывался наш при телестудии Казань телефильм. Мы весь свой материал киношный сдавали, центральное телевидение там было местно, поэтому там комиссия смотрела, а когда комиссия принимала, нормально, поэтому нашему начальству сказали, давай 2 гвоздя, он немножко отработан, все принимает, все прочее. Поэтому я вообще благодарен судьбе, что вот в съемке я вообще познакомился с татарской литературой и искусством. Дело в том, что я сам городской, парень, скажем так, у меня отец военный летчик, поэтому я даже, вот смотрите, родился я в Германии, в Берлине, потому что отец тогда служил. И, в общем, потом в 1953 году мы переехали, там какая-то заварушка была, я как сейчас понял, в Германии, и все семьи вывезли сюда. Приехали на родину, где мама у меня татарка, Вафина Галия Измайловна. И вот я это, в общем, в Казани с 1953 года, в 1957 году поступил в 1 класс, но я жил, опять же, офицерский дом, где военные жили, напротив парка Горького. Это тоже русскоязычный был район, поэтому мама с утра до вечера на работе, тогда ведь в субботу тоже работали, поэтому, я был сам себе предоставлен, как говорится, русскоязычный, поэтому я не владею татарским языком, бабушки, дедушки нет, никого нет, уже рано умерли, поэтому ведь я считаю, вообще любой язык надо знать не книжки, не грамматику читать, а надо общаться. Поэтому мы, собственно, иностранные языки-то не особо не знаем, я французский учил в школе, потому что надо общаться. Вот я когда, кстати, интересно, в Германии, до 3 с чем-то лет жил, я когда приехал в Казань, мне еще соседи говорят, ты по-немецки все равно, я даже по-русски не... Сейчас вроде болтаю нормально по-русски, а тогда по-русски не очень говорил, потому что я общался с немецкими детьми, там мать, она тоже с погонами была, папа уж естественно, поэтому они все время с утра до вечера на работе, общался на этом языке. И я к чему это говорю? Какой у нас вопрос, извините? Про язык вы начали говорить сейчас. Давай, нет, нет, я так вот к чему сейчас вспомнил. Дело в том, что и поэтому я особо это не знал, и вот у меня тоже судьба нормальная. Один из первых, съемок, не я, а Алика оператором был, а я у него вторым ассистентом, вернее, ассистентом был, вторым оператором, как называется. Мы снимали знаменитый фильм, он и сейчас есть, «Беренче театр». Это пьеса, вы знаете, знаменитая пьеса Камаловского театра. И мы я помню, 2 недели также по ночам снимали с артистами Камаловского театра. Равиль Шарафеев, Шаха Свиньярова, многие известные уже некоторые ушли в мир иной. И я, после этого, я особо театры татарские не знал, все прочее, я влюбился в татарский театр, вроде на татарском языке, но так интересно играет, так заразительно, в хорошем смысле слова. Я как-то именно с помощью своей работы, я очень благодарен, вошел как в мир литературы и искусства Татарстана. Поэтому у меня до сих пор, многие и актеров со многими, певцами я, как говорится, до сих пор дружу. Многие ушли в мир иной. Ильхам Шакиров, мы очень были с ним. Он же очень сложный человек в жизни. Притом, это как-то все думают, что певцы так поют, да и все, и ничего такого нет, как и
в балете вроде бы, танцует все. Многие из них, ну, хорошие актеры, они еще такие философского типа люди. Знаете, с ними можно поговорить о многих вещах таких. Поэтому Ильхам Шакиров. Мы еще почему сошлись, я думаю, со многими людьми, потому что я вот по опыту говорю, чем талантливее человек, тем он проще в жизни. Вот я вам такой, как говорится, у меня уже 72 года, такой вот говорю момент. И раз, а во-вторых, знаете, когда люди видят, как тот поет, например, работает, как я работаю, они видят, ну, они все равно чувствуют, люди искусства чувствуют своих партнеров, не обязательно, что талантливый он, что прочее видят, как снимает, что снимает, и поэтому у нас взаимный интерес. Они поняли, что Гвоздь Юрий, он не просто какой-то там очередной оператор, а он интересно снимает, им интересно, например, Ильхам Шакиров, раньше ведь как он был, просто до меня, он обычно стоял как столб, как говорится, это, кстати, и Ринат Ибрагимов то же самое, но они певцы такие, вот им стоять и главное выдавать. Я, в общем-то, тоже, вот вы сказали, я впервые, что Ильхам Шакиров, я предложил, Рушиня Кадырова была режиссером у нас музыкальный проект, давайте Ильхам надо, ну, чтобы он в жизни был, двигался, тогда интереснее было. Вот мы сняли, до сих пор есть такой фильм, поет Ильхам Шакиров, он для центрального телевидения снимался. Он не просто поет, а, например, едет в машине, тогда вообще было такое, потому что там проблема в чем была? Камеры такие большие стояли. Знаете, вот 4 человека поднимали, видели, это на кинопленке снимали цветные. Их просто передвигать невозможно, их подключать надо было. То есть технически было очень трудно. А нам нужно снять. Или едем на пароходе, он поет о Волге, о красотах Татарстана. Или в лесу знаменитый Кара-Урман, все прочее. Это надо интересно в таком лесу не просто в парке снять, а именно Кара-Урман. В смысле, мы снимали заповедники, там специально нашли, где такие эти. То есть, и вот это Ильхам тоже, он, так сказать, сначала удивился, немножко такая капризничала, все. Впрочем, когда увидел, оценил. Поэтому у нас, может быть, на этом мы сошлись, потому что он понял, что я тоже в своей области тоже что-то себе представляю. В смысле. Вот поэтому так многих певцов, Зинур Нурмухаметов, понимаете, я старался еще каждого певца снимать в его, значит, с художником, там же декорации и все прочее. Потому что я же киношник, поэтому у нас даже режиссер, я ничего не говорю, она была музыкальная редакция, она кино не очень понимала. То есть, ну, я как-то на себя очень брал, я сам такой активный человек, сам по жизни. Сейчас вот во многих сам режиссер, автор сценария и так далее, и так далее. И поэтому я каждому певцу старался какой-то обстановке снимать. Зинур, он такой эстрадного типа. Был такой еще певец, может, не знаете, может, слышали, Тагир Якупов. Это, я считаю, певец номер. Ну, Ильхам Шакиров, номер 2. Может быть, ничем, так сказать, они на равных шли, очень рано умер. Вот он, например, народные песни, а у него была такая просто, ну, не должность, как сказать, он был солистом татарского ансамбля песни и пляски. Ну, он немножко был немножко у него были не очень хорошие привычки, скажем так, как это называется, российские, может, из-за этого, поэтому как-то не выдвигался. Но пел очень здорово, все могут отметить. Его снимал такие, мы построили как бы деревню, но не такой вот обычный, а такой стилизованный, просто на фоне задников, просто окна такие резные наличники, и создавалась атмосфера вот, деревни, притом в современном таком стиле. Поэтому со многими, вот недавно Ильхама Шакирова открывали памятную доску, все собрались артисты, все прочее, я в эту, как говорится, вписался как родной человек в эту. И, по-моему, не хочу ничего не говорить, в смысле, кроме, значит, ну, министра культуры, там взял певцы все были, я, по-моему, один был, так сказать, русскоязычный человек. Но я в этой, как говорится, все певцы, все старые знакомые, все собрались, мы как-то вот едины. Я, так сказать, меня все как называют, но это от президента идет, потому что Миниханова я тоже в свое время снимал еще, когда в райпо был. Кадак мне называется. Вы знаете, да, Кадак в переводе? Вот так и дело. А, как вы уже сказали, вы много работали и с камаловскими актерами, и с артистами татарской эстрады. Вот говорят, в среде язык легко усваивается. Так ли это? Насколько мне известно, Что? В среде язык легко усваивается. Так ли это? Вот, насколько мне известно, вы владеете немного татарским языком? Нет, это, к сожалению, не так. Я что-то, значит, понимаю. Дело в том, что язык – это
Мне кажется, в первую очередь, я, может быть, парадоксальную вещь скажу, а может быть, это естественно. Язык – это прежде всего мышление. Мгм. Понимаете, можно научиться каким-то определенным словам, но потом их подбирать, сначала по-русски продумать, потом подбирать, это, я думаю, все-таки не владение языком. Мышление должно быть татарское. Я еще говорю, это все-таки считаю, ну, во-первых, я не очень к языкам, может быть, потому что иностранные тоже вроде, значит, должно быть повседневное, вот, как говорят, с молоком матери. Это в буквальном смысле слова, это должно быть каждый, вот, значит, значит, утром встаешь, на татарском месяносос, там что-то такое, там, так далее, вечером ложишься спать. То есть это все постоянно. Поэтому, я говорю, бабушек, дедушек нет, значит, жил в русском районе, можно сказать, парку Горького, там, потому что все-таки тогда очень было разделение, сейчас как-то разделилось, раньше тогда было как бы вот где мечеть, вот это Татарстан улица, вот это, тогда татарский район был, а тут все равно жили все-таки больше русские, это до революции шло, все прочее, я так думаю. И только, может быть, некоторые там интеллигенция татарская, может, профессора какие-то стали там жить, а так, в общем, этого не было. Поэтому, что нет, но я вообще, отношение к языку у меня такое, чем больше знаешь, тем разнообразнее, тем лучше, но, к сожалению, нет. Хотя, еще раз, когда вот мама собирается, мама умерла уже давно, значит, я со своими родственниками, у меня все татары. Апакова, может быть, такая знаменитая фамилия, это целый клан. Значит, вот, когда поминки или что-то, уж я так по-русски говорю, в смысле, там, это мы всегда собираемся, у меня всегда в шкафу лежит, как это, тюбити. То есть я вот в этой компании. Ну, кстати, знаете, я вот что могу сказать, никогда у меня не было, как бы, каких-то моментов, не только у меня, вообще так вот не слышал, может быть, это, чтобы какие-то были противоречия вот, на национальной почве. У нас в Казани, по крайней мере, я знаю, потому что я как-то вот в татароязычной среде, в общем-то, общался, потому что литература и искусство, значит, и у нас, извините, телестудия, это же идеологическая организация, там же, в общем-то, литературно-драматическая редакция и все прочее, там, в общем-то, ну, 95%, наверное, татар. Вот я как-то, не знаю, вот у нас не было, может из-за того, что я, ну, вот, нехорошо говорить, конечно, слово, талантливый человек, а люди все равно это вот как-то... Например, я могу сказать с точки зрения немножко с двумя людьми, которые я не то что знаком, меня уважают, именно вот понять, что в момент. Значит, Равиль Хазрат, знаете, в Москве, да, он же у нас работал в телестудии ассистентом режиссера после окончания театрального училища. Значит, и поэтому потом он поехал в Ташкентское училище духовное, потом куда-то это, и потом через некоторые встретил я в Москве тогда еще, он только начал, Юрий, значит, он Юрий так называется, что нет, здрасте, как дела на телестудии, вот, понимаете, он помнит до сих пор. И второй момент тоже интересный, вам будет интересно для зрителей, Фузия Баранова, все знают. Она тоже у нас работала ассистентом режиссера, я тогда уже председатель правкома, может, она поэтому меня еще помнит. Потому что, ну, я старался людям помогать, не просто там пляски устраивать какие-то, бывает же у каждого отношения. Председатель правкома ведь на освобожденном. Я помню, она была такая тихая, скромная женщина, 2 маленьких ребенка, и если, например, такой момент, длинный коридор, узкий, и, например, я иду, или мужчина какой-то идет, она сразу с этим ребенком раз к стенке, так, и пропускает уважительно мужчину. То есть татарские дела, Фузия Байрамова. Я почему говорю, поэтому тоже интересный момент, вот когда были знаменитые такие, вы, наверное, не застали, 90-е годы, всякие, как назвать, демонстрации на площади за независимость и прочее. По истории, вы помните, наверное, Фузия Байрамова там голодала в белом платке и все прочее, значит, там, ну, тогда это было что-то необычное, слетелись корреспонденты иностранных всяких агентств, там, я не знаю, телевидение, все прочее, та, значит, говорит, на русском языку вообще интервью не даю, только на татарском. Потом меня увидела, а вот ему, если нужно, дам, только ему дам на татарском. То есть это для меня уважительно. А у меня был тогда, помню, Смирнов, не помню, как и зовут, он BBC был корреспондент, он ко мне
потому что он по-русски, там ему надо туда-сюда. Я говорю, давай уж, давай, ради меня сделай все прочее. Вот. Я использовал вот такой вот, так, ну, в этом отношении. Но это для дела, и, может быть, для них хорошо. Сейчас это называется пиар, но тогда она вот такая принципиальная была, никому, только вот ему. Да. Вот тоже интересный момент. Поэтому насчет языка, к сожалению, что есть, то есть. Вот много говорили, обсуждали про татарский язык. А как вы считаете, нужен ли он вообще в Татарстане? Должен ли знать татарин свой родной язык? Ваше Ну, мнение? как это сказать, значит, это, по-моему, вообще вопрос не может так стоять, как русский должен ли знать русский, татарин должен ли знать, значит, татарский. Конечно, естественно, татарин должен знать татарский язык и все прочее. Другое дело, что когда вопрос встает, значит, насчет, ну, скажем так, русскоязычных людей, так, понимаете, вот я считаю, например, все должно быть естественным образом делать, понимаете, вот я же говорю, говорю, что вот до 3 лет я немецкий знал, потому что я общался. Если человек, вот я 100%, я даже 2-3 человек знаю, у нас был Кирилл Аристов такой, оператор еще до этого, в те годы. Значит, Кирилл Аристов, самый такой настоящий русский человек, у него этот отец работал еще на Курбышской киностудии до войны и все прочее такое, чисто такое, это все прочее. Но они, знаете, где жили? Они жили на улице Насыри, по-моему, где Марджани, мечеть. Вот этот Кирилл Аристов, как в нашей татарской среде интеллигенции, там же редакторы, значит, корреспонденты, все не просто татары, а такие литературным языком владеющие. Он их, как говорится, при случае, не так, а в разговоре и все прочее, или как татарскую какую-то пословицу скажет, он не просто, а великолепно знал татарский язык, понимаете? Опять же, почему? Из-за того, что он в этой среде с мальчишкой бегал там, туда-сюда, понимаете, вот все должно быть в естественном моменте. И поэтому я считаю, татарский язык, значит, он должен в жизни как-то быть, в смысле, если он распространен, если, значит, как-то, это тогда он естественным моментом. Поэтому должно быть не каким-то волевым там отношением, а должно быть естественный процесс со всяким. Потому что, например, я знаю, значит, и я сам с удовольствием стараюсь, я обратил внимание, вот, Камалский театр, по-моему, сейчас в Тинчуринском тоже есть, так я уже давно не был. Значит, первые ряды, даже не первые, есть наушники. А с наушниками людей сидят, я заметил, достаточно много рядов, прям, понимаете? Притом люди с удовольствием смотрят вот этот театр Камалский театр, смеются одновременно со всеми, понимаешь? Вот это и есть, как говорится, процесс такой. Поэтому, то есть язык – это наше богатство для любого человека. И чем больше знаешь, тем, когда говорят, человек знает 10 языков, это же не минус ему, это наоборот плюс. Сейчас вот хотела бы спросить, с профессиональной точки зрения, чувствуете ли разницу того, как снимались фильмы тогда и сейчас? В частности, как оцениваете татарстанскую кинематографию? Хороший вопрос. Дело в том, что противостоять, конечно, вернее, разница есть, сразу начну. В чем? Ну, а я, опять же, извините, мне 72 года, поэтому я имею право на некоторые брюзжания, наверное, естественно, для возраста. Потому что в каком-то возрасте начинаешь говорить, что раньше сахар был слаще, трава зеленее, вода водянистее и так далее, и так далее. Разница, наверное, вот в чем. Но тут вопрос вот в чем, мне кажется, сейчас хочу сформулировать. Там была больше духовность и лиричность в фильмах. Очень на это обращали внимание. А сейчас в основном кино – это клиповость. Все, понимаете, ну не может быть, есть же жанры в любом искусстве. Возьму музыки, есть опера классическая, есть какая-нибудь там рэп, например, какой-то там все прочее. И это все равно. У нас в кино, к сожалению, у молодежи как-то создалось такое, это не то, что впечатление, может, не хватает немножко, как вам сказать, общей культуры, сейчас я скажу, в чем дело. Но все снимается, вот если фильм посмотришь, они примерно снимаются одинаково. Значит, все клипы, все, значит, какие-то камеры
дрыгается камера туда-сюда. Пожалуйста, она может и дрыгаться, не обязательно на треножнине стоять, но это в зависимости от тоже жанра, что ли, если скажем так. Если что-то нужно, пожалуйста. В этом, я считаю, особенно отличие. И думаю, вот из-за чего исходит. Не хочу ничего не говорить, но я же немножко уже все знаю. В Казани все-таки мы, у нас сообщество профессиональное. Ребята, может, время такое, значит. Дело в том, что там более такое, почему-то, ну не почему, а тут моментов много. Если люди хотят что-то выше своего горизонта, они обычно сейчас уезжают в Москву или куда-то. Тут есть много объективных моментов, даже не субъективных, но субъективных тоже объективных. Дело в том, что я просто хочу сказать один пример, приведу. Я всегда тогда удивлялся, а почему, например, в Авгике изучают литературу, там, как предмет, оператора вроде бы ничего нужно. Ну, изобразительное искусство, само собой, там, еще что-то, музыку, там, вот, ну, много таких вещей. Ну, вот я один пример расскажу. Был такой вопрос на одном экзамене, значит, спрашивают, сколько колонн, это еще в начале, я, по-моему, даже не учился, или на приемном экзамене просто, сколько колонн у Большого театра? Сколько колонн у Большого театра? 7 колонн. Нет, вот как раз я скажу, тут я подумал, для чего они такой вопрос задали? Может быть, они хотят мой операторский взгляд запомнить, в смысле. Значит, сейчас я скажу, сколько колонн, но я потом, когда начал учиться, понял. Дело в том, что это не просто так спрашивают, сколько колонн, а есть такое понятие в архитектуре ордера. То есть классика. Это дорический, ионический, коринфский 3 ордера. И у них в это ордер не орден, а ордер, то есть это какой-то порядок. Да. И в этих ордерах должны быть колонны, они четные должны быть, в смысле, обязательно. И, значит, если небольшой, тогда это 6 может быть, но так я тогда подумал, я про это не знал, просто 8 колонн или 12, 9 не может быть, не 11 может быть, это вот имейте в виду на всякий случай. Вот это и есть развитие, нужна культурам быть человеком, поэтому я потом понял, почему в Авгике на многих факультетах вот такие предметы изучаются. Вот этого, мне кажется, не хватает для нынешних ребят, потому что дело-то в чем еще произошло. Тут плюс есть и минус, как в жизни всегда, белые и черные очень много. Сейчас фотоаппарат, все снимают на фотоаппарат. Фотоаппарат, там все уже почти все автоматически. А ни о чем думать-то, в принципе, не надо. Сумей только навести, чтобы хоть там лицо было. Там даже резкость наведут, там экспозиции и все прочее. И поэтому создается впечатление легкости. Да что там кино можем сейчас снимать? Все сейчас разбираются в чем? В футболе, я как понимаю, и в кино. Сейчас мода второе. Вот с этими фотоаппаратами появилось. Все, кому не лень, снимают кино. Но то, что это хорошо, когда вообще есть всеобщий такой интерес к кино, я имею в виду видео, понятно, кино, видео, то есть это хорошо, но это и есть минус, я еще говорю, что теряется профессионализм, какие-то такие чувства ответственности и так далее. Поэтому вот разница, я считаю, что в этом. А тогда мы все-таки много уделяли внимания, значит, если снимаем, не просто снять, чтобы было резко, чтобы это было а если передать какую-то мысль, если что-то, значит, найти какой-то, мы могли, например, если что-то снимаем, я примерно говорю, деревню и все прочее, я специально дня 2 ходил, выбирал, например, какую-то улицу надо снять, когда ее интереснее снять. Может, это в 4 утра надо снять, когда туман есть, когда только солнце восходит, или наоборот, при заходе. Понимаете, вот какие-то моменты. Это для чего нужно? Это создается настроение, создается какая-то, идейная, моральная основа. Понимаете, вот этого не хватает в наших сегодняшних фильмах. А что касается нашего татарстанского, значит, ребят очень много приходят, но также и, как говорю, не то, что отходят, а как-то все уходит куда-то в это. Потому что я считаю, что все-таки фотография это не в первую очередь, неважно, но это основа, это все-таки индустрия. Понимаете? Это не просто, значит, взял, как, например, писатель может написать на клочке бумаги стихи, например. Дело, что требуется, если кино хорошее снимать, это требуется мощная аппаратура, профессиональные кадры, я имею в виду не только первого состава, а осветители, там, супертехники и все прочее. Люди должны, значит, как говорится,
все, так у нас и было в телевидении тогда, вот и до, все знать. Даже, грубо говоря, специализированные какие-то машины, где можно было автомобили положить аппаратуру так, чтобы можно было по дорогам ехать там, по всяким этим, там специально у нас были такие, чтобы камеры не было. Вот этого не хватает у нас в первую очередь, значит, в Татарстане, потому что должна быть центр. Как есть, значит, Мосфильм, например, вокруг него там много разных крутится, есть и так далее. Вот это нужно обязательно в Татарстане, потому что должна быть вот эта техническая база, а потом могут быть приглашенные операторы, там, режиссеры и так далее, какая-нибудь небольшая там при Министерстве культуры, уж не знаю, как-то, комиссия, но должна быть база, потому что кино это все-таки техническое искусство, связано очень с техникой. Вот этого в первую очередь не хватает. Во-вторых, я же говорю еще, тут, понимаете, только более-менее ребята что-то себя представляющие, они, есть определенные рамки, не то что рамки, вот не хватает того-то, того, и люди стремятся, как у Чехова, «Три сестры», в Москву. И там у нас много ребят в Москве, так сказать, и достаточно успешных ребят, значит, которые операторами работают, режиссерами. Марина Разбежкина, может, слышали такую, она сейчас, в общем, №1 в документальном кино, она тоже с нашей казанской хроники. То есть, к сожалению, у нас так. Дело в том, что сейчас, я понимаю, сейчас, конечно, время вообще с деньгами, потому что в кино надо вложиться. Вот сначала первоначальную киностудию. Потому что, вот когда говорят, кино, одна картина очень много стоит. Я примерно говорю, так сказать, ну там 60 миллионов, я примерно. Дело в том, что немножко, ну сейчас не время это, я хотел еще с Миниханом, если где-то была возможность на этом поводу переговорить, потому что он очень четкий человек в этом смысле, экономический человек, он все быстро считает, как компьютер. Я мог бы объяснить, если один вложил в эту киностудию, ну, 1 500 000, я не знаю, подсчитать надо, так? Потом каждый фильм можно снимать уже, ну, грубо говоря, миллионов за 15, может быть, за 10 даже. То есть все есть остальное, то есть платить просто вот зарплату и гонорары вот этим людям, все. Остальное уже все есть, как говорится. То есть один раз вложиться, но потом картины, значит, будут дешевле. То есть не надо вкладывать. Сейчас же куда уходят вот эти миллионы? Не закуп, или, как называется, в аренду вот эти приборы осветительные, камеры. Вот много таких моментов уходит там. А когда своя небольшая киностудия, как говорится, там не обязательно даже павильон, просто должна быть техническая база, которая и несколько человек. Можно снимать 4-5 фильмов в год. И я думаю, в первую очередь, этого нужно надо было бы сделать, на мой взгляд, на базе телевидения. Все-таки потому что я считаю, что у нас в Татарстане ТНВ есть, ТНВ «Планета» есть. И опять я о татарском говорю. Поэтому, значит, как раз вот телевизионные вот такие фильмы, что-то можно было снимать. Именно в первую очередь. Даже не такой какой-нибудь, начинать с каких-то там «Война и мир» татарского варианта. Может быть, такое тоже, ну вот такие фильмы. Потому что я немножко не понимаю наших политиков в том плане, что значит, как-то вот кино, видео не уделяет внимания. А ведь вопрос вот в чем дело. Ну, конечно, вот выезжать, например, не умоляю, театр или, значит, там Камаловский или Качаловский там, во Францию. Ну, хорошо увидеть их 3-4 спектакля. А если, например, снять фильм, его, значит, озвучить, и, значит, на DVD-диске или как-то таким образом, его уже может полмира посмотреть. То есть, если мы говорим, что хотим распространять татарский язык, опять же, к вам, вот, пожалуйста, видео, кино, это самое такое, мультики для детей, которые на татарском языке. Вот, понимаете, у нас много болтают о языке, видите, такой языковой проблемы, но не решает, должно быть решать, поэтому ребенку, вот даже, кстати, интересный момент, лично я говорю, потому что я когда был председателем правкома, организовывал, значит, ну, всякие для елки, для детей, сотрудников и всего прочего. Первый у нас кинозал был, до того, как елку проводить, все дети бежали в кинозал, потому что мы показывали мультики. Потому что всем интересно, особенно тогда было, сейчас по телевизору много было. Пожалуйста, делайте мультики побольше и все прочее. Человек, который ни вашим, ни нашим, немножко
бабушка, с одной стороны татарка, с другой стороны русская, будет эти мультики смотреть, он, наверное, так сказать, войдет в эту среду. Ему интересны мультики, он начинает это смотреть. Понимаете? Надо было бы мне в свое время, сейчас я не стать секретарем по идеологии. Я не знаю, сегодня я бы на это наладил. Потому что у нас лежит, как нам язык поднять, через что-то. Ну, вот мое личное мнение, может быть, какое-то такое киношное видео.